За 9 месяцев 2011 года значительно снизилось количество поступления обращений в Государственную инспекцию труда из всех источников, но не снизилось количество обращений от граждан, непосредственно поступающих к нам в инспекцию. Также значительно увеличилось количество обращений, поступающих в электронном виде. Такая форма достаточно удобна, так как позволяет сократить время на получение нужной информации. Из 628 внеплановых мероприятий в 489 случаях, это 78%, обращений признаны обоснованными, и нарушенные права трудовых граждан были восстановлены. Это достаточно хороший показатель. Необходимо отметить, что за 9 месяцев была по предписаниям инспекторов была выплачена задержанная заработная плата или по каким-то причинам неправильно начисленная заработная плата в объеме более 90, если точно 91 миллион рублей. Это за 9 месяцев. По требованию инспекторов оформлено 67 трудовых договоров. В отношении 9 человек отменены незаконные приказы о назначении дисциплинарного наказания. При проведении плановых мероприятий в этом году больше внимания уделяли вопросам именно охраны труда. И по этой причине нарушений в области охраны труда было выявлено на 30% больше, чем за этот же период прошлого года. Плохо это или хорошо? Плохо, потому как нарушения имеют место быть, соответственно, условия, безопасные условия, те, которые должны быть работодателем обеспечены, не обеспечиваются. Хорошо это потому, что они все-таки нами выявлены. А соответственно, по представлениям инспекторов, работодатели обязаны устранить эти нарушения и привести условия труда в надлежащий вид. Это позволит уменьшить вероятность получения производственных травм и профессиональных заболеваний. А также значительная работа инспекторами ведется по предоставлению консультативной помощи гражданам. Только на личном приеме за 9 месяцев было принято 1180 человек, это 9 человек в день. Оказана правовая помощь 42 гражданам в подготовке исков по защите трудовых прав в суды. Деятельность государства в лице Государственной инспекции труда направлена на защиту трудовых прав граждан. И необходимо отметить, что по результатам работы за 9 месяцев эти задачи успешно были выполнены. Ну и в дальнейшем, естественно, мы также будем продолжать работать в том же духе. Нам необходимо в этом году и в последующий год обратить пристальное внимание в республике на строительную отрасль, на транспортную отрасль, на лесозаготовительную отрасль, в которой вопросы охраны труда, ситуация с охраной труда крайне неблагополучная. Необходимо будет обратить особое внимание на условия труда людей, которые работают на вредных производствах, на те выплаты обязательные, которые законодательством предусмотрены в этих вредных рабочих местах. Все ли они выплачиваются в должном объеме, на предоставление качественных и в полном объеме средств индивидуальной защиты. Ну и, безусловно, по-прежнему будем пристально следить за ситуацией в угледобывающей сфере республики. Ну и для того, чтобы каким-то образом улучшить ситуацию по соблюдению трудовых прав граждан, необходимо, конечно, взаимодействие всех сторон социального партнерства. В том числе мы призываем и работодателей, и работников к этому. Работодателям необходимо в целях качественной реализации трудового законодательства у себя на предприятиях обращаться к нам в инспекцию за консультативной помощью, а работникам обращаться к нам и не бояться к нам обращаться с целью, чтобы те трудовые права, которые они считают, если они нарушены, то мы в обязательном порядке все это рассмотрим, и в обязательном порядке, как вы видите, по результатам
будут приняты соответствующие меры к таким работодателям, и права будут восстановлены.